Палестина и Израиль. Краткая история конфликта. Что произойдет, если построить убежище для преследуемого народа в том месте, где уже живут люди? В этом ролике мы предоставим небольшую информацию о том, как зародился конфликт между Палестиной и Израилем, и о том, что вы можете сделать для достижения мира между народами этих стран. Во-первых, есть несколько моментов, которые помогут понять ситуацию. Первое. Большое количество евреев были вынуждены бежать из антисемитской Европы, особенно в ходе нацистского Холокоста. Сионисты спровоцировали массовую иммиграцию на территорию Палестины, которая в то время была британской колонией. Долгое время небольшие общины евреев жили рядом, бок о бок с большими общинами местных жителей. Но когда ООН предложила еврейским иммигрантам большую часть земли и назвала ее Израилем, для подавляющей части палестинцев это стало началом тотального разрушения их жизни. Они отвергли план ООН, и несколько арабских стран были втянуты в войну против Израиля. Израиль начал сопротивление. В результате свыше 400 палестинских городов и поселений было уничтожено. К моменту окончания столкновений Израиль контролировал 78% исторических земель Палестины. И когда 3/4 миллиона палестинцев, которые бежали или были изгнаны во время конфликта, попытались вернуться к себе на родину, правительство нового государства запретило им въезд. А оставшиеся сотни тысяч их родственников, палестинцев, стали жителями второго сорта в новом государстве, где евреи стали большинством. Сегодня палестинцы и их дети в количестве нескольких миллионов заселились в основном в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Миллионы палестинцев рассеялись по всему свету, причем многие из них до сих пор живут в лагерях для беженцев и мечтают однажды вернуться к себе на родину. Резюмируем вышесказанное. Одна группа иммигрантов обрела столь желанный дом, но в ходе этого образовалась другая группа иммигрантов. И второй момент, который нужно понять. Израиль был основан в качестве государства для евреев. А теперь следует задать вопрос, а что это в точности означает? Было множество идей о том, каким должно быть еврейское государство. Предлагали идею равенства для всех граждан. Но на практике возникло не что иное, как узаконенная дискриминация, направленная на неевреев. Другими словами, как это видно на карте, области, помеченные голубым, демонстрируют желание правительства обрести максимальную часть земель и ресурсов для евреев, а не для палестинцев, живших на этой земле. Вот почему на территории Израиля у евреев особые привилегии, включая право на землю и недвижимость. Палестинцам, которые составляют 20% населения Израиля, в этом отказано. Этот же момент объясняет тот факт, почему Израиль до сих пор не определился со своей территориальной границей. На территорию сектора Газа и западного берега до сих пор пытаются претендовать с тем, чтобы присоединить ее к тем землям, которые им удалось захватить в ходе войны 1967 года. С тех пор Израиль возвел несколько еврейских поселений по всей территории захваченных земель на западном берегу, строя города исключительно для евреев и снабжая их инфраструктурами, такими как дороги, военные лагеря, школы, колледжи. Считается, что военная оккупация – это временное явление, но спустя 40 с лишним лет она становится чем-то постоянным и абсолютно несправедливым. На западном берегу еврейские поселенцы и палестинские жители живут на одной и той же земле, но в рамках двух совершенно разных систем закона Израиля. Еврейские поселенцы контролируют природные ресурсы, включая воды и посевные земли. И они получают поддержку от израильской армии. Для закрепления режима оккупации Израиль разрушил тысячи палестинских домов, уничтожил фермерские хозяйства и сады, конфисковал палестинские земли, способствовал сокращению численности населения в Газе и наказывал за сопротивление путем рейдов, арестов и убийств. И все это ради того, чтобы получить как можно больше земли. Все это усугубило положение палестинцев до такой степени, что они были вынуждены бежать или были слишком запуганы, чтобы сопротивляться. Палестинцы сражались за свою землю. Десятилетиями они пытались отстоять свободу страны путем вооруженной борьбы. И это частично продолжается сегодня. Но большинство палестинцев вместо этого выступают за коллективный протест против оккупации. Глубоко ранящая политика контроля, репрессии и насилия самым жестоким образом сказались на жизни палестинцев, живущих в режиме оккупации.
а евреи живут здесь в качестве оккупантов. Это необходимо остановить и достичь мира ради будущего двух этих народов. Но теперь, когда мы объяснили суть проблемы, пришло время подумать над ее решением. Как насчет мирных переговоров? На данный момент получается следующее. Поддержка Израиля со стороны США ухудшила положение на западном берегу. США помогли Израилю в политике оккупации. Годами проходили многочисленные переговоры. А тем временем Израиль в массовом порядке увеличивал количество еврейских поселений и нарисовал новую карту этих земель. Мирные договоры – это хорошо, если они реальны, но не в случае, если они прикрывают факты захвата земель. Так что же получается? США, мировая сверхдержава, была ужасным другом. Она снабжала Израиль разрушительными видами оружия на земле Палестины и финансировала израильскую армию, самого большого получателя американской финансовой поддержки в мире. Но есть другая сверхдержава, которая может все изменить. Это вы. В мире существует движение, в котором принимают участие сотни тысяч человек, таких же, как вы, включая палестинцев и израильтян, которые протестуют, изучают, разоблачают и бойкотируют, с тем, чтобы организовать ненасильственное международное давление на Израиль, чтобы он прекратил нарушать права человека в Палестине. На протяжении истории, там, где правительство не могло восстановить справедливость, обычные люди, такие как вы и мы, брали дело в свои руки и побеждали. Наступил черед для Палестины обрести свободу и справедливость. Мы можем заставить Израиль остановить оккупацию и дискриминацию. Мы хотим, чтобы и у палестинцев, и у евреев было равенство, права человека. Мы можем изменить историю. Присоединяйся к нам.